2 марта отмечает свой 60-летний юбилей дирижер и композитор, лауреат всевозможных конкурсов и фестивалей, заслуженный деятель России Николай Александрович Кобоев. Отсюда, с фортепианного отделения Владикавказского училища искусств, начался его путь в профессию. Здесь он повстречал друзей и единомышленников, которые сегодня играют в оркестре имени Кима Суанова. Оркестр создавался в трудные 90-е, но сегодня он занял серьезную нишу. Это единственный в СКФО национальный государственный эстрадный оркестр. 1 апреля 1993 года все мои бывшие студенты, преподаватели училища искусств эстрадного отделения пришли, написали заявление, и мы были приняты все 1 апреля 1993 года на работу. Почему 1 апреля? В этом Ким Суанов был весь. Когда мы продумывали, вот мы в марте уже знали, что оркестр будет, что уже распоряжение есть Министерство и культуры, и есть распоряжение председателя Совета Министров, есть распоряжение президента. А какого числа написать в трудовых книжках? Ким сказал, ну только 1 апреля. Чтоб всегда помнили, это все-таки день смеха. Посмотрим, кто посмеется последним. Ну вот видите, 21 год, несмотря ни на что, оркестр существует. Очень на хорошем уровне профессиональном. Прекрасные отзывы, прекрасная пресса. И везде, куда мы приезжаем, мы стараемся теперь играть не американскую музыку, с чего мы начинали, как джазовый оркестр, а мы играем свою осетинскую национальную джазовую школу. Не только в Осетии, но и за ее пределами за годы долгого вдохновенного труда оркестрам было дано более 1000 концертов. В репертуаре более 400 произведений. Автором многих из них является сам маэстро Кобоев. Также оркестр исполняет мелодии Олега Диамбекова, который долгие годы играет в оркестре. В оркестре я работаю с первого дня, с основания, можно сказать. И за все это время на моих глазах произошло становление этого коллектива, и, как говорится, росло мастерство, и появлялись новые исполнители, новые музыканты. Это все, конечно, очень приятно, что в нашей республике развивается этот вид искусства, жанр джазовой эстрадной музыки. И приятно, что я в этом участвую с первого дня и по сей день. Каждая концертная программа всегда отличается чем-то особенным. Это поиск чего-то нового и необычного. Совсем скоро зрители смогут насладиться прекрасной музыкой. 17 марта в зале Русского драматического театра состоится концерт Николая Александровича и его оркестра. Он ждет в гости зрителей, гостей и друзей. Все музыканты, которые приезжают сюда, они дружат между собой. Я впервые буду дружить с этим замечательным музыкантом Жан Ланьоном. Он впервые приезжает так далеко на Кавказе. Дальше Ростова он не был. Мы встречались там, виделись, мы знакомы. Но все остальные, кто мои гости приезжают, они уже давно знакомы с ним и уже несколько раз встречались и играли вместе, музицировали. То есть это серьезный джазовый проект. Моя дочь выступала с ним и в Петербурге, и в Ростове, и в Париже, и в Европе. В общем, они встречались, и благодаря дочери я, собственно, и познакомился с ним.